Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Ассалату вассаляму аля Расулиллахи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы продолжаем уроки по книге Гибадат Исламия, и тема урока – порицаемые и нарушающие малое омовение действия. Во время совершения малого омовения порицается совершать следующие 8 действий. Проливать и чрезмерно расходовать воду. Сморкаться правой рукой. Омывать части тела больше или меньше 3 раз. Сильно плескать воду в лицо. Протирать голову 2 раза или более. Прибегать к помощи другого человека, чтобы лить воду. Разговаривать о мирских делах во время совершения малого омовения. Плевать или сморкаться в воду. Эти действия нежелательно совершать во время малого омовения. Совершение этих действий порицается. Однако есть 9 действий, которые нарушают малое омовение. Выход газов из заднего прохода, выход мочи, кала или других выделений из мочеполовых органов или заднего прохода, кровотечение, выделение гноя или лимфы из раны, кровотечение десен или носа, выделение слизи из глаз по причине болезни, выделение изо рта даже в малом количестве крови или рвоты, сон лежа или сидя, оперевшись на что-либо, потеря сознания от опьянения или безумства и смех во время намаза. Если кровь, лимфа или гной, выделившийся из раны в небольшом количестве, не вытекло за пределы раны, то малое омовение не портится. Также малое омовение не портит выделение пота, слез и мокроты. Держать Коран или листы с аятами Корана без малого омовения будет неправильным. Правильнее всего в этом случае держать Коран в сумке. Однако чтение Корана наизусть, посещение мечети или кладбища без малого омовения разрешается. Однако все эти действия лучше всего совершать в состоянии малого омовения. На следующем занятии мы поговорим о том, что же такое ичиги и как ими пользоваться. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.